Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Сухуми заложили аллею героев Абхазии. В преддверии Международного женского дня в Министерстве обороны поздравили женщин, посвятивших свою жизнь служению Родине. На площади Свободы прошел праздничный концерт. Женщины Абхазии с праздником поздравил Бадрагунба. Указом исполняющего обязанности президента Бадрагунбы создана Государственная комиссия по проведению памятных мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, основоположника современного абхазского государства, первого президента Абхазии, героя Абхазии, кавалера ордена Ахизовша первой степени Владислава Арцинба. Комиссию, в которую вошли члены правительства, депутаты парламента, общественные деятели, соратники Владислава Арцинба, возглавляет исполняющий обязанности первого вице-премьера Джансух Нанба. И уже состоялось первое заседание комиссии, где были обсуждены мероприятия, которые нужно подготовить к юбилейным дням. Среди них научная конференция с участием ученых из России. Участники совещания представят свои предложения на рассмотрение к следующему заседанию комиссии. Бадрагунба поговорил по телефону с президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым, который накануне был госпитализирован в республиканскую больницу Северной Осетии во Владикавказе. Глава государства пожелал своему югосетинскому коллеге скорейшего выздоровления. Алан Гаглоев поблагодарил Бадрагунба за поддержку и добрые пожелания. Абхазия вступает в новый период взаимоотношений с Российской Федерацией, который должен быть ознаменован новым прорывом. Так прокомментировал встречу Бадрагунба и Владимира Путина исполняющий обязанности министра иностранных дел Абхазии Сергей Шамба. Безусловно, событие, которое имело место, имеет большое историческое значение для абхазского общества, потому что обсуждались вопросы жизненно важные для нашего народа, для нашего государства и в плане взаимоотношений нашей республики с Российской Федерацией. Это были вопросы, связанные с безопасностью Абхазии, что крайне важно, особенно в настоящее время, когда идет такая глобальная борьба за переустройство мировой системы. И, как известно, Абхазия всегда в таких ситуациях оказывалась в гуще событий. Мы и сегодня находимся в регионе, рядом с которым разворачиваются серьезные сражения, политические и военные в том числе. И в этом плане мы получили надежные гарантии нашей безопасности в соответствии с договорами, которые у нас есть, союзническим договором. В случае необходимости военной угрозы Россия выступает защитником нашего государства, нашего народа. Так что это для нас очень важно. Кроме того, конечно, для общества очень важна внутренняя безопасность. И эти вопросы также обсуждались. Поддержка наших правоохранительных органов со стороны Российской Федерации была гарантирована, обещано серьезное укрепление системы и поддержка ее оснащения и всякими другими, необходимыми действиями. В плане социальной и экономической помощи обсуждались вопросы дальнейшего развития Абхазии. Совершенно очевидно, что мы вступаем в новый этап нашего развития. И это связано с тем, что Россия готова оказать всяческую помощь в развитии Абхазии. В ближайшее время и уже сегодня даны соответствующие указания регионам России, которые будут брать на себя, каждый из них будет брать на себя часть
каких-то программ по развитию Абхазии. Это такие регионы, как Татарстан, Башкортостан, Нижний Новгород и многие другие. Кроме того, значит, обсуждались вопросы, связанные с обеспечением вопроса двойного гражданства, который уже в течение более 2 лет стоит в повестке. Вернее, он стоит гораздо больше в повестке дня, но 27 сентября 2022 года было подписано соглашение между министрами иностранных дел Российской Федерации и Республики Абхазия о упорядочении вопроса двойного гражданства. Вот. И с тех пор мы находимся в ожидании, когда произойдет обмен необходимыми ратификационными грамотами в связи с этим вопросом. Этот вопрос несколько затянулся, и поэтому Бадр Зурабович поднял этот вопрос на встрече, и была дана гарантия, что в ближайшее время вопрос будет решен. Но многие другие вопросы обсуждались, в частности, очень важный тоже вопрос, касающийся приближающейся даты 80-летия победы над фашизмом. И в этой связи регионам Абхазии будут выделяться финансы для того, чтобы поддержать мемориалы, которые на территории Абхазии находятся, мемориалы, связанные с Великой Отечественной войной и с войной 92-93 года тоже. Вот. Ну и ряд других вопросов. Факт, что мы вступаем сейчас в новый такой период наших взаимоотношений с Россией, который должен быть ознаменован новым прорывом. Россия поддержит Абхазию дополнительным объемом гуманитарного перетока. Это позволит обеспечить республику бесперебойной электроэнергией на период энергодефицита. Такое решение было достигнуто в первый официальный визит Бадры Гунба в Россию в качестве избранного главы государства. Безусловно, встреча двух президентов и вопросы, которые они проговаривались, и решения, которые были приняты на этой встрече, нашли свое незамедлительное отражение в работе всех ведомств, в том числе и Российской Федерации. Уже сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что принято решение об увеличении дополнительного объема гуманитарного перетока. Хочу отметить это особенно, потому что данный переток для нас является безвозмездным, то есть Республика Абхазия не будет платить за него за счет средств республиканского бюджета. Объем, который нам предоставлен, рассчитан из прогноза нашего энергодефицита, который прогнозируется до 15 апреля 2025 года. Поэтому те решения, которые были приняты, и шаги, которые осуществлены, позволят нам обеспечить нашу страну бесперебойным энергоснабжением на период кризиса, так скажем, на период энергодефицита. За что мы, естественно, благодарны нашим российским коллегам. В очередной раз они оказывают нам поддержку, когда мы остро нуждаемся в электроэнергии, и есть уверенность, что наше взаимодействие и в дальнейшем будет носить такой же положительный и эффективный характер. Владимир Путин дал указание доработать вопросы по двойному российско-абхазскому гражданству. О деталях рассказал помощник премьер-министра Абхазии Дмитрий Шамба. Хотел бы напомнить, что соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией было подписано в сентябре 2022 года. Правовой основой данного соглашения является договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Абхазией и Россией 2008 года и договор о союзничестве и стратегическом партнерстве 2014 года. Данное соглашение содержит два основных важных момента. Первое, то, что граждане обеих государств могут приобретать гражданство другого государства, не выходя из своего гражданства. И второе основное положение, которое содержит данное соглашение, о том, что российская сторона в одностороннем порядке предоставит гражданам Республики Абхазия приобретать российское гражданство в упрощенном порядке.
Как известно, Республика Абхазия еще в 2002 году в своем законодательстве закрепила норму о том, что граждане Абхазии могут приобретать российское гражданство, не выходя из абхазского. В российском же законодательстве содержится положение о том, что вопросы двойного гражданства должны быть урегулированы соответствующим международным договором. В связи с отсутствием данного соглашения с 2008 года, то есть с момента официального признания Российской Федерации независимости Республики Абхазия, процесс принятия граждан Абхазии в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке был приостановлен. И на протяжении более 10 лет мы вели совместную работу с российскими коллегами по разработке и подписанию данного соглашения. Как известно, подписана редакция соглашения, прошла все процедуры внутригосударственного согласования. Неоднократно мы обсуждали это на общественных слушаниях. Самую активную работу в подготовке соглашения принимали в том числе и депутаты Народного собрания, как 5-го, так и 6-го созывов. И вот, как уже говорил выше, в 2022 году, в сентябре, соглашение было подписано. Парламент Республики Абхазия ратифицировал это соглашение в декабре 2022 года. Аналогичную процедуру ратификации российская сторона провела в июле 2023 года. Однако по ряду причин с июля 2023 года соглашение до сих пор не вступило в силу. 5 марта на встрече в Кремле избранный президент Бадыр Зурабович обратился с просьбой к Владимиру Владимировичу с тем, чтобы мы продолжили работу по реализации данного соглашения, с тем, чтобы процесс принятия в гражданство Российской Федерации граждан Абхазии в упрощенном порядке был возобновлен, который, как уже отмечал, был приостановлен с 2008 года. Все необходимые подготовительные мероприятия с абхазской стороны, они уже реализованы. И выражу надежду, что в ближайшее время соответствующие необходимые нормативно-правовые акты будут изданы и российской стороной, и процесс приема в российское гражданство, которое ожидают уже много лет несколько тысяч граждан Абхазии, будет возобновлен. Также хотел бы отметить, что в соответствии с подписанным соглашением не меняется порядок принятия в гражданство Республики Абхазия. Вопросы принятия в гражданство Республики Абхазия как ранее рассматривались в соответствии с нашим национальным законодательством, так и впредь будут решаться в строгом соответствии с законом о гражданстве Республики Абхазия. Владимир Путин поручил МВД России проработать вместе с абхазскими коллегами вопросы выдачи гражданам Абхазии, имеющим гражданство Российской Федерации, российских водительских удостоверений в ускоренном режиме. Данное соглашение было достигнуто на встрече Бадри Гунба и Владимира Путина. В Россию вступил закон с 1 апреля 2024 года для всех иностранных граждан, которые имеют водительское удостоверение и имеют также российское гражданство, должны были в течение года поменять на основании своих водительских удостоверений на образец Российской Федерации. То есть с 1 апреля 2024 года по 1 апреля 2025 года наши граждане должны были обменять водительское удостоверение. Эту информацию мы ранее давали, но, как вам известно, на сегодняшний день граждане Республики Абхазии имеют на руках действующие водительские удостоверения где-то до 50 тысяч. Поменяли всего лишь до 3 тысяч. Время было дано маленькое, и наши граждане не успели. И, как вам известно, избранный президент Республики Абхазия обратился с просьбой оказать содействие именно о продлении в данном вопросе. Президент Российской Федерации сказал, что окажет содействие и поможет в этом вопросе. А на сегодняшний момент у нас идут консультации с Министерством внутренних дел Российской Федерации, с нашим ведомством. Я думаю, в течение 10 дней какая-то полная информация уже будет, и мы объявим нашему народу, как дальше себя вести. На данный момент мы ведем консультации с Министерством внутренних дел. Мы там поднимаем такой момент. На основании наших водительских удостоверений менять
меняют на российский образец люди, которые имеют действующие водительские удостоверения и выданы до 1 апреля 2024 года. Да, есть категория таких людей, которые вновь получили, и стаж у них, допустим, нет еще года, но есть категория таких людей, которые имеют стаж 20 и 30 лет, но по истечении срока или в связи утери они поменяли и получили у нас водительское удостоверение, получается, после 1 апреля 2024 года. Они попадают под эту графу и им не обменивают. Мы вот этот вопрос тоже подняли. Я думаю, нас услышат, и этот вопрос будет снят. В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Сухуми была высажена аллея героев Абхазии в поддержку акции «Сад памяти». В мероприятии приняли участие исполняющие обязанности президента Бадрагунба, ветераны, общественность, школьники. Репортаж Алики Трапш. 80 саженцев различных пород деревьев, таких как олива, фатиния, османтус, камелия и калистемон, были высажены в парке имени Тараса Шамба в Сухуми в рамках международной акции «Сад памяти». Исполняющий обязанности президента и избранный президент Бадрагунба принял участие в акции. Вместе со школьниками высадил оливковое дерево. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюшу сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюшу сбережет. Высаженные памятные аллеи героев Абхазии будут нести несколько смыслов: единство народов, историческую память и сохранение подвигов героев прошлого и настоящего. В мероприятии также приняли участие ветераны военных действий, представители общественных организаций, учащиеся образовательных учреждений. Бадрагунба в своем выступлении особо подчеркнул заслуги абхазского народа в победе в Великой Отечественной войне. В этой победе принимали участие наши священцы, люди, отдали жизнь за сохранение и мир Советского Союза. Сегодня мы эту память храним, мы храним имя тех воинов, благодаря которым мы можем дальше и созидать, улучшать, развиваться. Для меня очень важно и приятно здесь наблюдать молодых людей, которые и дальше должны нести память о нашей общей победе. Еще раз поздравляю организаторов, участников и народ Абхазии с этим великим событием. Спасибо большое. Акция «Сад памяти» прежде всего направлена на патриотическое воспитание молодежи и бережное отношение к природе. Уже через десяток лет эти маленькие саженцы станут большими деревьями. Пусть каждый саженец, посаженный нашими руками, будет напоминанием о подвигах наших предков и символом жизни на земле. Пусть эти деревья станут связью между прошлым и будущим. За 5 лет проведения акции к высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира, которые совместными усилиями высадили свыше 130 миллионов памятных деревьев. Главная цель международной эколого-патриотической акции – ежегодная высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Мне очень приятно, что в этом году, в этом юбилейном году акция «Сад памяти» стартует именно в городе Сухуми. Столица Абхазии, нашей братской республики, братской страны, с которой сейчас реализуем целый набор патриотических проектов. Раньше мы проводили такие мероприятия для ветеранов, но сейчас средний возраст ветеранов Великой Отечественной войны, фронтовиков, 99 лет. В России осталось всего 8 тысяч фронтовиков. И эти акции, они нужны сейчас не им, они нужны именно детям, для того, чтобы они знали, какой подвиг народ, именно народ, не только армия, а народ, все вместе, совершили 80 лет назад. Потому что если мы будем об этом помнить, тогда это не повторится вновь. Международная акция «Сад памяти» проводится с 2020 года по инициативе автономной некоммерческой организации «Сад памяти», Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы. Алика Трапш, Раму Камки, Абхазское телевидение.
Исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Дылба обсудил с исполняющей обязанности вице-премьера, министром энергетики и транспорта Джансухом Мнанба и гендиректором АЖД Арсоом Читанава вопросы улучшения функционирования АЖД в связи с началом курортного сезона и запуском электропоезда «Ласточка» из Сочи в Сухум. Владимир Дылба поблагодарил руководство АЖД за проводимую в последние годы работы по восстановлению железнодорожной инфраструктуры и отметил, что темпы надо наращивать. В преддверии Международного женского дня 8 марта в Министерстве обороны поздравили женщин, посвятивших свою жизнь служению Родине. В честь праздника женщинам, военнослужащим были вручены грамоты и денежное вознаграждение. Репортаж Ульяны Рожковой. Елена Квиквискери служит в абхазской армии более 20 лет. Признается, что работать легко, когда окружают прекрасные люди и в коллективе царит дружеская атмосфера. Поздравляет всех женщин с наступающим праздником. В преддверии наступающего праздника хочется поздравить всех женщин, матерей, дочерей с женским днем 8 марта. Хочется пожелать всем счастья, женского счастья, здоровья, добра и благополучия. За добросовестную и безупречную службу указом министра обороны республики почетными грамотами, медалями и денежной премией были награждены женщины, посвятившие свою жизнь служению Родине. Накануне Международного женского дня Владимир Ано поздравил всех собравшихся в зале Минобороны представительниц прекрасного пола с наступающим праздником, а особые слова благодарности прозвучали в адрес женщин, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Самоотверженности и таланту женщин во многом обязана наша Родина своим достижениям и победам. Нет такой области экономики, науки, культуры и общественной деятельности, в котором бы не внесли свою лепту. Особые слова благодарности женщинам, которые на своих плечах несли все тяготы войны. Мы гордимся тем, что трудные для Родины времена вы становитесь в общий строй с отцами и мужьями, братьями и сыновьями, чтобы героически защищать свою Родину и ее свободу и независимость. Вы выстояли в суровое время, самоотверженно трудились в тылу, мужественно переносили испытания. Примите нас низкий поклон. В завершении торжественного мероприятия, посвященного празднованию Международного женского дня, была организована концертная программа с участием детских, танцевальных и вокальных коллективов. Ульяна Рожкова, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. На площади Свободы прошел праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта. Женщин Абхазии с праздником поздравил исполняющий обязанности президента Бадрагунба. Перед собравшимися выступили музыканты из Абхазии и России: Тимур Таня, Гуча Пачуля, Ильда Кучуберия, Хатуна Тарба, Рамина Заде, российская музыкальная поп-группа «Руки вверх», певица Мия Бойко, певец и блогер Хабиб, музыкант, певец и композитор Игорь Николаев. Особым гостем концерта стал герой Советского Союза, автор и исполнитель песен Валерий Бурков. Перед началом концерта собравшихся с праздником поздравил избранный президент Бадрагунба. Без наших женщин немыслимо построение современного абхазского государства. Вы развиваете науку, культуру, искусство, бизнес, активно участвуете в работе органов государственной власти. Дорогие друзья, мы только что завершили процесс выборов президента Республики Абхазия. Избирательная кампания была эмоциональной, порой доходила до открытого противостояния. Однако и на этот раз присущая нашему народу мудрость возобладала. Как мы неоднократно говорили, единение нашего народа во имя светлого будущего нашей любимой Родины является главным приоритетом в нашей деятельности. Вечер музыки
музыки и веселья. Концерт, посвященный Международному женскому дню, собрал тысячи людей со всех районов страны. В нем принимают участие абхазские и российские артисты. Абхазские и российские исполнители на одной сцене поют и танцуют для зрителей в преддверии праздника. Атмосфера дружбы и единения, а еще возможность сфотографироваться с любимыми артистами и взять у них автограф. Желаю теплоты в семье, любви в сердце, чтобы всегда вот такая прекрасная солнечная погода, как сегодня, была всегда в душе у людей. Всегда. Как у меня сегодня. У меня сегодня отличное настроение. Поздравляю с наступающим праздником. Я впервые здесь, мне очень нравится, очень круто встречают. И, конечно, хочется всех сначала девчонок поздравить с 8 марта, который уже завтра вот будет. И всех поздравить с началом весны, всем пожелать успешного года и чтобы все задуманное получалось. Мне очень нравится здесь, и я уверен, что когда-нибудь сюда вернусь. Все настолько организовано и здорово, нам очень приятно, спасибо за приглашение, спасибо. Для нас большая честь, что мы можем участвовать с такими артистами, которые у нас в гостях сегодня. Всем желаю женщинам хорошего настроения, красоты и всего самого прекрасного. Поскольку сегодняшний вечер канун праздника женского, женский день, то прежде всего я хочу пожелать женщинам, умницам, терпеливым, терпеть нас, мужиков, с нами очень дружным, очень гордые. Пожелать любви в сердце, а любовь покрывает все. И также всем женщинам желаю, главное в жизни — это любовь. Концерт подарил присутствующим массу впечатлений. Впечатление прям очень хорошее, даже не знаю, как объяснить это словами. Просто чувства просто взрываются, можно вот так сказать. Я очень рада, что я попала на этот концерт и увидела всех их. Скажем, что концерт очень хороший. Нам все понравилось. Поздравляем, особенно когда меня поздравили. А кто поздравил? Хабиб меня поздравил. Успели фотографии сделать? Нет. Ну, поздравили. В общем, впечатления у вас хорошие. Очень. Мы счастливы. Как вам концерт сегодня? Понравилось? Нет? Да, очень. Мы приехали на ваш концерт из Воронежа. Это что-то необыкновенное, когда объединяются два народа. Мы сегодня фотографировались с флагами, и ваш, и наш. Это было настолько приятно, настолько радушно. Я всем желаю любви, добра, чтобы у нас всегда был мир. Это самое главное. Я вас люблю. Всех благ вам. Процветания вашей республике, чтобы вы всегда оставались гостеприимными, добрыми, и чтобы ваша любовь распространялась на других. Часто бываете в Абхазии? Я в детстве была, и теперь вот уже в таком большом возрасте, как бы, мне очень приятно. Мероприятие стало не только музыкальным событием, но и настоящим праздником для души. Гугу Савардания, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, 8 и 9 марта в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 2,7, днем плюс 10-15, температура морской воды плюс 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.